Здравствуйте, дорогие подписчики! Наш блог посвящен работе музея во главе с Аизой Петровной Решетниковой, о работе с общинами коренных малочисленных народов Республики Саха-Якутия. Творческая деятельность и личность Аизы Петровны поражают своей многогранностью. Она и пианистка, и этномузыковед, она и ученый, и лектор. Она и автор книг и многочисленных статей, активный член Союза композиторов, талантливый организатор и основатель уникального музея музыки и фольклора народов Якутии. Миссия музея – популяризация накопленных наукой знаний о традиционной культуре, фольклоре коренных народов Якутии – якутов, эвенов, эвенков, юкагир. С первых дней своего существования музей придерживается главного направления – это тесно сотрудничает с общинами коренных малочисленных народов Якутии. В сотрудничестве с общинами музей возрождает утраченные в течение XX века главные календарные праздники. Это Эвенкийский Бакалдын в 1989 году, арктических народов Встреча Солнца в 2011 году, Эвенкийские цветения тундры в 2011 году, Юкагирский Шакадибе в 2019 году. Благодаря выявлению знатоков традиционной культуры собирается, записывается, обрабатывается фольклор эвенов, эвенков, юкагиров, русскоустинцев, чукчей. Музей визуализирует устные памятники духовного наследия, создает экспонаты. Основной фонд музея составляет более 1971 единицы хранения, а научно-вспомогательной более 10 903 единиц хранения. Инновацией музея является способ экспонирования нематериальных памятников музыкального фольклора в этнографическом контексте, который позволяет воссоздать наиболее полную картину культурной жизни северных народов нашей республики. В новых экспозициях широко используются новейшие мультимедийные технологии, что позволяет более достоверно донести до посетителей музея богатство устного наследия и погрузить в историческую и культурную среду подрастающее поколение. В связи с этим перед Музеем музыки и фольклора народов Якутии поставлены важнейшие задачи по сбору, записи и обработке фольклорных материалов, уходящих носителей традиционной культуры, эвенков, эвенов, юкагиров, долган, чукчей, русскоустинцев, для передачи их последующим поколениям. В вопросе сбора, записи и расшифровки традиционных зданий о культуре КМНС очень большое значение имеет работа с общинами. И сегодня у нас в гостях вице-президент Ассоциации коренных малочисленных Республики Саха-Якутия Вячеслав Иванович Шадрин. Здравствуйте. Вячеслав Иванович, пожалуйста, когда вы впервые встретились с Аизой Петровной Решетниковой, я в сотрудничестве музея и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия? Ну, с Аизой Петровной я вообще-то встретился еще в бытность своего студенчества, это было в 80-х годах. Но уже вообще первые разы, когда я ее увидел еще в самом детстве, в 70-х годах, когда шли ее телепередачи, связанные вот с историей и пропагандой музыки. И это действительно тогда играло очень большую роль на фоне тех передач, которые в основном были информативные или новостные на якутском телевидении. Вот именно встречи, которые проводила Аиза Петровна, лекции, они были очень для меня вот, такими очень интересными и очень такими увлекательными. А уже в бытность, когда я
был студентом исторического факультета, вдруг вот в 1985 году, потом чуть позже, вдруг я узнал о том, что вот Аиза Петровна встречается со студентами-северянами, связано вот, и тогда же вот мы встретились с ней, и очень было интересно именно ее инициативы по возрождению праздников. Тогда мы очень много разговаривали об этом, даже очень много было у нее идей, такие просто фонтан, как я говорил, идей у нее был. Например, одна из идей это было возрождение юкагирского праздника, она хотела поставить спектакль на юкагирском языке, вот. Ну, то есть очень было интересно. Ну а так уже, если скажем так, профессионально, мы с Аизой Петровной начали уже встречаться, уже так вот работать, взаимодействовать. Это в 90-х годах, когда я работал уже учителем, директором, завучем Нельминской средней школы имени Теки Адулока. И тогда вот как раз было очень много тоже разных идей. И вот одну из таких идей, которые сразу Аиза Петровна поддержала и которую мы стали реализовывать, это был такой проект реализовать лекции о юкагирах, об их истории, культуре, которые вот читали известные специалисты, историки, археологи, например, Светлана Александровна Федосеева, Анатолий Игнатьевич Гоголев и многие вот другие, которые вот как бы сделали очень такой важный такой для нас цикл лекций, который потом вот записав их, вот эти кассеты, была передана в нашу школу. Это вот очень такой был такой, скажем, первый проект, который мы с ней реализовали. Потом следующий проект, который мы реализовывали совместно с Аизой Петровной, он был уже связан с организацией вообще, то есть вначале возникновение идеи, потом дальше, и вплоть до ее практической реализации, это конференция, научно-практическая конференция «Фольклор полиазиатских народов». И я просто очень рад, что этот проект был очень серьезно тогда реализован, на очень высоком уровне. И в дальнейшем этот проект продолжался и продолжается. И я думаю, что он и дальше будет идти. Вот третья конференция прошла в Южно-Сахалинске и очень успешно в прошлом году. Я думаю, само по себе вот проведение этих конференций «Фольклор полиазиатских народов», он будет продолжаться и будет продолжаться именно под эгидой Музея музыки и фольклора народов Якутии. Но здесь, видите, уже музей выступает не только как чисто региональное подразделение, которое уже выходит на межрегиональное сотрудничество вообще для всего Дальнего Востока. И об этом именно значении этой работы музея как раз говорили практически вот все выступающие вот на этой конференции «Фольклор полиазиатских народов», который проходил в Южно-Сахалинске. Ну, а так мы постоянно очень много и часто встречаемся с Аизой Петровной. Это касается разных аспектов. Очень большую работу проводит музей по возрождению праздников, обычаев коренных малочисленных народов Севера. Я всегда говорю, что большая часть работы, которая проводится, она проводится не чиновниками и так далее, а она проходит при поддержке общественности, именно общественных сил. И вот одним из таких общественников, которые вкладывают свою душу, сердце, именно вот таким человеком является Аиза Петровна Решетникова. И есть результат, и результат он действительно на сегодняшний момент такой, что наши праздники, они стали действительно уже обычными, то есть перестали быть такими какими-то экстраординарными, необычными и так далее. То есть, и это очень большое достижение. И тот же самый Бакалдын, который на сегодня уже объединяет тысячи людей, куда приходят тысячи людей, он действительно становится признанным, вошедший в календарь событий нашей республики. Это и праздник встречи солнца, это и праздник цветения тундры и так далее. То есть, причем самое хорошее, что это дальше продолжается сотрудничество, рождаются новые дальнейшие идеи и так далее. И вот если говорить непосредственно о юкагирах, то эти были, например, последующие проекты, например, это у нас и издание, цифровое вот издание на дисках фольклорных текстов. Это
создание мультфильмов на юкагирский фольклор. А сейчас вот буквально реализуется вот последний проект, который мы реализуем совместно с Аизой Петровной. Это юкагирский героический эпос об Халандине и вот об Эдельвее, прошу прощения, об Эдельвее, это нижнеколымский такой эпос. И очень идет такая напряженная вот работа. И я тоже рад, что этот проект мы реализовали вместе с Аизой Петровной. Я извиняюсь, я ушел. Вначале должен был отвечать, конечно, чисто по истории, но вот так получилось, что у меня сразу же пошли. Очень интересно, Мгм. такие интересные вещи рассказывать, о которых вот обычно уже что-то пишут, публикуют. Вот этого нет. Вы такие вещи, как все это зарождалось, рассказываете. Мгм. Потом интересно слушать, рассказывайте. Мгм. Хорошо. Я пока до официальных пока вопросов не дошла, таких более серьезных. Хорошо. Ну Послушайте, вот, интересно. мгм. Но и еще есть очень такая другая сторона, не только человека-пропагандиста и так далее. Здесь я еще бы хотел сказать, что Аиза Петровна во многих вот наших, скажем, вот в нашем взаимодействии и так далее, выступает еще и как человек с гражданской позицией, человек, который отстаивает, поддерживает нас, она постоянно вот выступает вот я недаром говорю, если бы в поддержку каких-то вот наших проблем и так далее выступали только бы мы, представители сами, вот, да, актив, скажем, коренных малочисленных народов Севера, наверное, мы бы, скорее всего, так бы и не добились бы решения своих этих проблем, да. Но дело в том, что вот как раз поддержка таких вот людей, деятелей культуры, деятелей вот разных, из разных сфер и так далее. Еще вот я могу сказать, что вот таких вот ключевых фигур, наверное, в нашей республике, но оказывает огромную поддержку нашим народам. И вот одним из таких людей, которые постоянно поддерживают нас, поддерживают наши инициативы не только, там, скажем, культурные и так далее, но и касающиеся наших прав, каких-то проблем и так далее, это вот как раз Аиза Петровна. Вот я всегда вспоминаю вот в этой связи, вот как вот говорил Гаврил Николаевич Курилов, Улуру-Адон наш, да, он всегда говорит, что вот почему, говорит, такое внимание нашим языкам в Якутии. Потому что, говорит, если бы мы только одни выступали за сохранение наших языков, то, наверное, мы бы уже давным-давно бы потерялись. И наши языки уже бы не были бы в таком состоянии. Но дело в том, что, говорит, нас поддерживает огромное количество вот, передовых людей народа Саха, вот их интеллигенции, их ученые и так далее, потому что они прекрасно понимают, что мы, именно вот юкагиры и другие представители коренных малочисленных народов Севера, находимся на переднем крае или на переднем крае вот, борьбы именно из-за сохранения в том числе якутского народа и его языка, и его культуры. Потому что на сегодняшний момент, пока именно юкагиры как бы являются малочисленными, исчезающими и так далее, можно разные эпитеты применять, да, но и пока якутский народ может себя чувствовать более таким, как сказать, уверенным, многочисленным, крепким, стоящим, где устойчивым и так далее. Но говорит, если мы эту битву проиграем, и если юкагиры исчезнут, уйдут, то ведь завтра наступит уже наша очередь. Да. И поэтому, говорит, они нас поддержат в нашей борьбе, и у них еще, говорит, в какой-то степени есть возможность отрабатывать на примере юкагиров, эвенков, эвенов и других народов, отрабатывать эти методы, способы сохранения себя, там, развития своей культуры и так далее, и смотреть, что эффективно, смотреть, какие вот наилучшие инструменты вот, сохранения и развития своего я, своего этнического я. И в этом плане вот действительно вот мы всегда ощущаем и эту поддержку. И в этом плане вот я всегда говорю, что одним из таких лидеров такого мнения является именно Аиза Петровна Решетникова, которая нам всегда помогает и более того всегда нас во многих вопросах сопровождает. Именно благодаря вот ее поддержке мы решаем вопросы. Вячеслав Иванович, в программу нашего музея вошли не только реконструкции цикла календарных праздников
но и прежде всего организации встреч. На этой основе у нас были Да, вот организованы если мы скажем о встречи по встречах, да, я тоже вот продолжу, да, тогда и наш, раз так вопрос уже пошел, Ага. действительно, у нас как бы несколько таких центров, где мы можем встречаться, где мы Мгм. встречаемся, обсуждаем свои вопросы, где, ну, как скажем, определенные такие центры какие-то, да. Да, да, да. Одно То время у есть, нас был только один центр, Дом Севера, да, вот по Чернышевского 14, там наши кабинеты, офисы нашей ассоциации находятся, да, это наши, скорее, более так, официальные места, но там мы тоже посещаем, там сидим и так далее. Вторым таким центром у нас стал Дом Дружбы Народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского, где мы также постоянно проводим какие-то наши мероприятия совместные и так далее, то есть очень много реализуем своих проектов. И вот, наверное, третьим центром таким, не скрывая, скажу это точно, таким центром стал именно Музей музыки и фольклора народов Якутии. Очень много мероприятий, которые мы проводим вот совместно с музеем. Это да, касается каких-то знаменательных дат, в том числе юбилеев, например, наших носителей да, да. языка, культуры, каких-то событий, связанных вот там, связанных с фольклором, с языком и так далее. Это тоже мы проводим опять-таки в музее. Но и просто даже обычные такие встречи. Вот у нас очень часто бывает так, что приезжают наши ветераны какие-то, и об этом мы вдруг узнаем, не мы узнаем, да, а вдруг Аиза Петровна звонит и говорит, вот пришел к нам такой-то, такой-то, и вот мы с ней только что записываем его и так далее. И мы бежим. Мы идем, встречаемся, и получается, что музей становится местом встречи, в том числе и с нашими носителями культуры, языка, фольклора. И таким образом, то есть это место, где мы можем всегда зайти, попить чай, кофе, Мы поговорить по всегда душам. рядом. И вот, наверное, это вот в этом смысле вот как раз музей перестал, вот, чаще всего, когда мы говорим музей, да, в нашем представлении, это вот строгий какая-то такая зал, там экспозиция, Мгм. какие-то очень достаточно строгий режим, все строго такое, не трогать, не ходить и так далее, вот все огорожено и так далее. В этом плане музей музыки и фольклора, он больше воспринимается нами, наверное, как один из наших домов, где мы можем просто прийти, Да, 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 да. дома живут, работают наши друзья, Мгм. куда мы можем просто прийти и поговорить по душам, пообщаться. Да. Но в отличие от, например, от других центров, музей у нас свою деятельность строит на научных материалах. И занимается он тем, что вот собирает информацию с носителей традиционной культуры. И в музее есть фонды, и где это все у нас хранится. Да, Конечно, вот, кстати, а в это тоже других, еще один аспект. а То в есть других музей, центрах нету этого. наверное, стал таким ресурсным центром, Да. где вот аккумулируется сейчас очень много традиционных знаний наших народов. Да, да, да. Но хотелось бы, чтобы мы сейчас на стадии сбора всего этой информации, и, конечно же, мы перешли уже на стадию пропаганды, просветительскую деятельность ведем, в том плане, что мы уже то, что собрано у нас материал, мы его уже переводим в такую медийную информацию. Записываем Мгм. диски, какие-то создаем, ну, в основном это в виде дисков у нас работа проводится, и в виде книжек, брошюр, может быть, да, которые распространяем по компактным местам. Но у нас, опять же, вопрос финансирования встает, да, чтобы уже более хотелось бы, чтобы это достигло самых дальних уголков компактного проживания малочисленных народов, да. Вот этот вопрос у нас, скажем, больной. У нас вот очень много делается, и у нас многие вещи лежат пока. Ну, может быть, еще и недоделанные, да?
Но вот как раз Например, в музей, музее в он был, 2015 году была проведена совместно с сектором ивенской археологии Института гуманитарных исследований школа ивенского сказительства Меган. Вот эта школа продлит жизнь эпической фольклорной традиции ивенов, даст импульс для дальнейшего развития ивенской культуры и восполнит тот пробел, который существует в настоящее время в традиционной подготовке сказителя Миргалары. Потому что сейчас в данный момент нет такой возможности, у нас и расстояние, как и финансовые, чтобы будущее поколение, которых есть способность, они восприняли именно непосредственно, должны они учиться искусству сказительства. да, Хотелось конечно. бы, чтобы вот эти диски распространялись, но у нас был тут конкурс в музее самом, а хотелось бы, чтобы это уже распространялось более широко, что ли, чтобы выявлялись более молодые таланты, могли Вот себя как раз реализовать. я хотел как раз здесь сказать о том, что еще одна миссия музея, она не только вот сохраняет, да, там собирает, Да, да. сохраняет, экспонирует, но очень выполняет другую функцию. Вот мы уже, наверное, лет 10 говорим о том, что еще вот во всем мире начался такой процесс реституции культурных ценностей. Ну, объясню для вот широкого круга наших вот сейчас участников нашего мероприятия, что реституция это возвращение чего-то вот с места своего происхождения. Да, например, вот там, например, сейчас в Канаде такое произошло, из какого-то музея там вернули обратно там на Ванкувер, там на остров Ванкувер, там какие-то вещи, которые были в свое время в прошлом веке увезены оттуда исследователями и хранились вот в музее. И, в общем, такие происходят. Я же не настаиваю на этом, да? Я всегда говорю о так называемой виртуальной реституции. То есть вот, как раз Музей музыки и фольклора стал первопроходцем вот в нашем, именно среди музеев нашей страны, именно в части виртуальной реституции тех культурных ценностей, которые о них собраны. И это очень важно. Почему? Потому что сейчас на местах уже практически нету носителей самих. Вот если касательно, например, Юкагира, далее, Они у нас, уходят. да, у нас, например, вот в самом селе Нелемное, в Верхнеколымском районе, уже нет ни одного носителя языка. Есть знающий язык там, и так далее. А носителем я называю тех, кто думает на родном языке, понимаете? То есть уже нету ни одного человека, который был бы носителем фольклора нашего народа. Но сила в том, в Нелемном, что там сохраняется этническое самосознание. Школа работает по программе Юкагирской национальной школы. Там ведутся уроки и языка, и культуры, и фольклора, и так далее. То есть это все идет, действуют фольклорные ансамбли, там разновозрастные, вот ярхаданы и так далее, которые постоянно развивают свой репертуар, но материалов-то не хватает, потому что носителей уже нет. И вот тут вот как раз помощь музея очень важна. В том плане, что возвращая эти материалы, в том числе с фольклорными текстами, с какими-то материалами, которые были в свое время собраны от носителей языка. Вот материалы, они становятся основой, скажем так, процесса возрождения, ревитализации национальной культуры, возрождения национальной идентичности юкагиров. И в этом тоже, то есть фактически мы можем сказать, в итоге это миссия возрождения самого народа. И это очень высокая миссия самого музея, как раз который проводит работу. В музее также у нас созданы службы для раскрытия творческого потенциала знатоков и носителей духовной культуры, народовских культур. С 2010 года начала свою работу у нас гостиная музея. Мы про это уже говорили, да? Вначале это было более, как скажем, более массово, что ли. Это в начале 10, 11, 12, 13 годы. В это время у нас собирались ивены, и тогда же был создан клуб Хельму Хайди,
было очень много записано тогда вариантов Эдди с разных районов. Ну, как раз вот, если вот об этой стороне говорить, музей, мало того, что вот он, музей помогает открыться некоторым нашим личностям, которые вдруг становятся яркими такими носителями. Вот если, скажем, Ахтар Мухеди, я скажу, да, Акулина Петровна Трайзи, к сожалению, она нас покинула в этом году, мы помним ее, но вот как раз она была. Но дело в том, что она раскрылась, только переехав в Якутск. Переехала в Якутск, но ее душа, ее стремление как-то что-то сделать для своего народа привело ее именно вот к музею. Придя в музей, здесь найдя вдруг собеседников, друзей и так далее, она начала реализовывать себя. И оказалось, что она деятель культуры. Причем именно с большой буквы, тот человек, и последние, наверное, 10 лет мы нашей культурной жизни народов Севера в городе Якутске мы не могли бы представить без Акулины Петровны Трайзи. Все основные наши праздники, мероприятия и так далее проходили при ее активном участии. И в том, что она сумела себя вот так вот реализовать, сумела показать и внести свой вклад, в конце концов, в сохранение и пропаганду культуры эвенского народа, во многом произошла именно благодаря музею. Или, например, я возьму такую, еще вот, например, у юкагиров это Акулина Иннокентьевна Стручкова. Опять-таки, да, она пожилая и так далее, но большинство исследователей, которые ездили и так далее, ну как-то так получалось, что с ней мало соприкасались. То есть были другие личности, другие носители и так далее, с кем больше работали. Но, опять-таки, именно музей нашел ее, начал очень тесно с ней работать, пропагандировать, записывать, везде представлять, и Акулина Иннокентьевна раскрылась. Она раскрылась не только как носитель фольклора, она стала писать, сама вот писать рассказы, там, детские произведения, какие-то далее, основанные вот на этом ее знании фольклорном и так далее, традиционных знаниях ее. И в итоге Акулина Иннокентьевна на сегодняшний момент, ведь она действительно она является признанным одним из тех людей, которые признаны носителями, мы можем так сказать, живыми сокровищами юкагирской культуры. И это опять-таки тот результат работы музея. Это действительно очень важно. Здесь даже хочется сказать, что это именно конкретно Лиза Петровна ее открыла. Конечно, конечно. Именно она вот увидела в ней вот этот потенциал. Этот потенциал, и который открылся. Да. Это вот очень важно. И, наверное, вот здесь очень много очень личных качеств самой Аизы Петровны. Ну, все знают, Аиза Петровна Решетникова, это деятель культуры, ой, это очень какая-то такая, наверное, дама, которую очень многие наши северяне вдруг так начинают воспринимать, да? Но когда, и как-то немножко очень так осторожно, наши сразу-то не нараспашку, да, понимаете? Конечно. Но когда вдруг они с ней встречаются, вот своим, наверное, самое главное, неравнодушие. Бывают люди, которые тепло относятся, которые вежливые и так далее, и, ну, хорошо. Есть люди, которые холодно или еще как-то так, ну, чисто академично и так далее. А Аида Петровна мало того, что тепло и так далее, вот их встречает, очень сердечно с ними общается, но она, самое главное, неравнодушна. И вот в разговоре вдруг она вот вытягивает с них какие-то идеи, что-то и так далее, и просто это не просто превращается в разговор, а превращается в потенциальный какой-то проект развития или раскрытия качеств этого человека во благо не просто этого человека, а во благо самого народа, который он представляет. Вот. И это тоже очень важный такой момент, который, наверное, помогает и во многом как раз способствует успеху деятельности Аизы Петровны. Вячеслав Иванович, и вот напоследок я бы хотела такой вопрос задать, да? Вот языки всех коренных малочисленных народов нашей республики входят в группу исчезающих. Как вы оцениваете это состояние вот на современном этапе по сравнению с состоянием 30, 20, 10 лет назад? Есть ли здесь положительная динамика?
Ага, но скажу так, вот первый момент, да, очень серьезный. Конечно, статус, он остался. Но, Остался. то есть статус, ЮНЕСКО опять будет сейчас обновлять список у тех же языков и так далее, которые остаются, там, скажем, в угрожающей ситуации, там, на грани исчезновения и так далее. Конечно, это остаются. Но вот если мы сравним то, что было 30 лет тому назад, то, что было 20 лет назад, то на сегодняшний момент нам удалось вот за последние, наверное, вот эти вот даже не 30, скорее последние 20 лет добиться очень большой, такой, скажем, документации. Документации и нашего языка, наших языков, наших, нашего фольклора. И на сегодняшний момент я могу сказать, что создана такая база. То есть даже если будет вдруг такая плохая, например, ситуация, что у нас вообще не будет носителей языка и так далее, да, сам себе, но у нас на сегодняшний момент уже создан такой огромный ресурсный потенциал звучания, живого звучания самого языка. Это в виде видеоматериалов, в виде аудиоматериалов и так далее, да, разных, так много накоплено, что оно может послужить основой для как раз возрождения самого языка. Вот я всегда привожу пример, сами, наверное, не очень хороший пример, потому что там язык там функционировал все-таки и так далее. И в этом смысле и маори тоже, наверное, не очень характерно, хотя они тоже с 5000 на сегодняшний момент у них там, сотни тысяч носителей языка и так далее, да, то есть там десятки, сотни раз увеличение произошло, да, вот, я приведу пример там вот языка острова Мэн, который некоторое время был мертвым языком. Не было ни одного человека, который язык знал. Но это вот самосознание этих людей и так далее, которые там на этом острове жили, которые воспользовались теми записями и так далее, которые были, и это позволило им восстановить этот язык. Ну, я думаю, что мы до этого не дойдем, потому что самосознание, например, юкагиров, оно очень высокое, они показывают стабильный рост, у нас действуют юкагирские школы, постоянно издаются. Вот могу просто результат этого года сказать. В этом году у нас вот такой очень важный, наверное, момент подготовлен, то есть уже макет букваря юкагирского языка лесных юкагиров. То есть на лесном юкагирском, то есть подготовлен. Это нам помог здесь грант Министерства по развитию Арктики и делам коренных народов Севера. Они поддержали нас, и он фактически реализован. С другой стороны, вот при поддержке Института национальных школ фактически завершается работа над созданием учебно-методического комплекса по изучению юкагирского языка 1, 2, 3, 4 класса, вот для начальной школы, для тундренного языка, авторами которого являются учителя как раз Андрюшкинской национальной средней общеобразовательной школы. Тоже вот в этом году они практически завершили эту работу, и это очень важное тоже, я считаю, достижение этого года. Практически завершается работа над словарем юкагирского языка лесных юкагиров. Автор Прокопьева Анна Егоровна. Продолжается вот работа воскресных школ, социальные сети активно работают, где у нас как раз юкагиры есть. Недавно вышло академическое издание вот, о юкагирах, вот именно трансформации вот, пространства жизнедеятельности. Это, можно сказать, такая история территориального и хозяйственного история юкагиров 20 века. Это Андрюшкина и Нелюбна. Это фактически за последние несколько десятилетий, наверное, первая крупная монография, которая посвящена. То есть идет развитие. И это развитие как раз результат того, что вот это движение идет, но движение не только самого народа, но и движение тех людей, которые нас поддерживают. И вот среди них и Аиза Петровна, потому что у ней тоже есть конкретный предметный результат этого года. Проведен, то есть реализован грант по сохранению, популяризации юкагирского эпоса «Эдилвей». И мы записывали уже цикл телепередач и так далее. И это очень важно. И это тоже то самое достижение нашего народа, и в частности, в том числе и Аизы Петровны, которое направлено на наше сохранение и развитие.
на этой положительной ноте, на очень хорошей, да, что все-таки наблюдается положительная динамика. Да, конечно, Хотелось бы динамика у нас. закончить нашу беседу, и мы благодарим вас, Вячеслав Иванович, что вы участвовали в нашей беседе. Хорошо. Вам спасибо большое. И я еще хотел бы передать слова Улуру Адо для Изы Петровны. Он прямо очень говорит, что он говорит, я передаю привет своей сестре, сестре по духу, сестре по разуму, потому что она, говорит, близка нам и так далее. И вот мы всегда согреваемся ее энергией, согреваемся ее теплотой души, и она помогает нам и дальше в этом. И он еще раз вот передает свои слова и благодарности, и свои слова поздравлений ей вот с прошедшим юбилеем, и чтобы также она продолжала дальше также активно действовать во благо и себя, во благо вот, всех народов нашей республики, в том числе особенно югогирского народа, ну и во благо вообще развития культуры всех наших народов. Спасибо. Надеюсь, она смотрит нас сейчас, да? И с поступающим вас. Вас также. Сейчас, дорогие подписчики, мы продолжаем наш эфир. Сейчас я продолжаю рассказывать о нашем музее, о нашей работе с общинами коренных малочисленных народов Севера. Для своих маленьких посетителей музей создал у нас кукольный театр. И начал он свою работу с постановки венской сказки «Как подружились олененок с нерпенком». В его репертуаре также, кроме, не только были венские сказки, но и венкийская сказка «Силавун», и венская сказка «Уиндя», чукотская сказка «Ворон и лиса», сказки русских старожилов «Кот, петух и лиса» и другие сказки. Сейчас я перехожу к общинам, с которыми мы работаем. Стихотворение Андрея Васильевича Кривошапкина. «Эвенский дух высок, как облака, непоколебим и крепок, как алмаз. И если мы здоровье наших душ передадим потомству, то тогда в чреве мироздания мой народ рождаться будет вечно, чтобы жить». На этом прерывая свой рассказ, ведь о народе можно петь всю жизнь, и все-таки не выскажешь всего, но кажется, что я на этот раз явил вам суть народа моего. Эвены – это один из коренных малочисленных народов на северо-востоке Сибири и Российской Федерации. И большинство современных эвенов называет себя эвен. От этого самоназвания в начале 30-х годов было образовано нынешнее официальное обозначение народа. Вариантами самоназвания также были эвын, эбен, эвун. Также исследователи по-разному переводят этот этноним как местный, здешний, спустившийся гор. Также существовало и существует старое русское название эвенов ламуты. Ламские тунгусы от слова море. Говорят эвены на эвенском языке, который относится к тунгусо-маньчжурской ветви алтайской языковой семьи. В эвенском языке насчитывается около 20 диалектов и говоров. Стоит отметить, что у нас в республике не создан еще литературный эвенский язык. Эта тема обсуждается среди эвенской общественности, но пока не решили, какой диалект будет избран. Так, для успешного создания традиционной музыкальной культуры эвенов Якутии при музее, как я уже говорила, был создан клуб Хермагедди, который ведет запись родовых вариантов кругового танца, передает опыт и традиции шитья национальных костюмов, рукоделия, изготовления фоноинструментов. Большую роль в создании клуба сыграли Акулина Петровна Трайзе, ее заместитель Аксинья Ивановна Ефимова.
К сожалению, в этом году Акулина Петровна покинула нас и ушла в мир иной. Возглавила сейчас группу ее дочь Галина Генриховна. Сейчас Галина Генриховна хотела бы поздравить нас в виде поздравления от Галины Генриховны. В виде поздравления от Галины Генриховны. Так. В виде поздравления. Приветствую вас из поселка Шпильда, Альматинского Ируса. Надеюсь, вы не помните, потому что я вас очень помню. Вы были у меня рецензентом на дипломной работе. И, конечно, нас познакомила моя мама, с которой вы дружили, Акулина Петровна. И вот сегодня я хочу вам сказать слова благодарности от ее детей, внуков и правнуков за то, что вы не дали ей затеряться в большом городе, за то, что вы поддержали ее в ее начинаниях, поддержали ее планы. И благодаря вашей совместной работе вас, коллектива музея и мамы уже в городе несколько лет подряд отмечают праздники народов КМНС. Это встреча солнца, цветение тундры, в нескольких вузах открыты клубы Хеджи, которые называются Хермо Хеджи. Вот за это вам большая благодарность и вам большое спасибо. Конечно, очень печально, очень грустно, что ее с нами нету. С нами сегодня ее нету, но ее имя знают все. Акулина Петровна Трайди Мулгыныч. Сегодня, если бы она, конечно, была бы с нами рядом, она бы свои слова, теплые поздравления, даже бы спела бы, наверное, на своем ивенском языке песню специально для вас. Она бы, наверное, сочинила свою сочиненную песню, она бы спела вам и поздравила бы, подарила бы вам эту песню. Ну а сегодня, продолжая поздравлять вас, благодарить вас, я хочу вам подарить ваш юбилей вот эти вот слова. Сколько в небе звезд и сколько в них тепла, столько я желаю счастья и добра, здоровья крепкого и тепла, лет долгих и удач. Пусть будут дни все с радостью согреты, вниманием близких и родных вам людей. Пусть дарит жизнь счастливые моменты и удивляет своей красотой. Еще раз, Таиза Петровна, я вас поздравляю с юбилеем. Еще раз я вам говорю спасибо. Спасибо за все. Спасибо за то, что вы были, за то, что вы есть в нашей жизни. Еще раз с юбилеем и крепко-крепко вас целую. Ассоциация ивенов Республики Саха-Якутия создана в 1991 году. Председатель Ассоциации ивенов Анатолий Платонович Степанов-Ламунский. В виде поздравления от Ассоциации ивенов Якутии. Так, Дорогая, уважаемая Таиза Петровна, разрешите мне от имени всего Ивенского народа республики поздравить вас с вашим юбилеем. Издревле наш народ стремился к сохранению прекрасного
И сегодня вы делаете все, чтобы культура народов Севера не просто сохранилась, но и процветала. Вы не просто работник культуры, науки, выполняющий определенные обязанности, а человек, глубоко осознающий и чувствующий все прекрасное, которое окружает нас, и которое мы должны нести вперед, сохранить для своих потомков. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду наши народы сохранили свои традиции, обычаи. Позвольте еще раз от всей души поздравить вас с вашим юбилеем. Пусть ваш труд никогда не останется незамеченным и позволит сохранить культурное наследие для будущих потомков. Доброго вам здоровья, еще больше достижений, морального удовлетворения от получаемых результатов и большого личного счастья. Эвенки. Коренной народ Российской Федерации, живут также в Монголии и на северо-востоке Китая. Название Эвенкил, ставшего официальным этнонимом в 1931 году. Старое название Тунгусы. Язык эвенкийский принадлежит тунгусо-маньчжурской группе алтайской языковой семьи. Выделяется три группы диалектов – северная, южная и восточная. Каждый диалект подразделяется на говоры. Повсеместно распространен русский язык, и многие эвенки, живущие в Якутии и Бурятии, говорят также на якутском и бурятском языках.
Одна из первых общественных организаций коренных малочисленных народов Севера России, созданная в 1999 году, это Ассоциация эвенков Республики Саха-Якутия. Председателем Ассоциации эвенков Республики Саха-Якутия является Варламов Александр Николаевич. Юкагиры. Юкагиры. Это восточно-сибирский народ, относится к древнейшему аборигенному населению северо-восточной Сибири. Традиционное мировоззрение юкагиров складывалось под влиянием окружающей среды и гармоничного отношения человека с природой. У юкагиров свой пантеон богов и духов. Духи имеются у всех предметов окружающего мира и могут выступать как покровители, так и противниками людей. Наиболее почитаем культ солнца, который призывает свидетелей во время споров. Также существует культ медведя, медвежий культ, культ огня, духов, предков. Традиционное верование – это культы духов, которые были названы, верховного небесного бога Хойл, слившийся с христианским культом, промысловых животных, особенно лося. Местом компактного проживания юкагиров являются села Нелемное Верхнеколымского и Андрюшкино Нижнеколымского районов. Ассоциация юкагиров Республики Саха-Якутия была создана в 1989 году по инициативе представителей творческой и научной интеллигенции юкагирского народа. При их активном участии в разработке законодательного документа по опеке и защите юкагирского народа был принят закон Республики Саха-Якутия о структуре юкагирского народа в 1999 году. В данное время председателем Ассоциации юкагиров Республики Саха-Якутия является Синьков Валерий Михайлович в виде поздравления от Ассоциации юкагиров. Дорогая наша уважаемая Аиза Петровна, от имени юкагирского народа примите наши самые искренние, теплые поздравления с вашим юбилеем. Ваша плодотворная просветительская деятельность, большой подвижнический труд, направленный на сбережение бесценного исторического духовного наследия коренных народов, является бесценной. Глубокой признательностью заслуживает ваша многолетняя работа по фиксации устного народного творчества юкагира. Мы знаем, ваш музей записал видеомемуары носителей нашей духовной культуры, таких как Акулина Иннокентьевна Стручкова, Гаврил Николаевич Курилов-Улурадо. Записаны видеолекции нашего историка, этнографа Вячеслава Ивановича Шадрина по культуре и истории юкагиров. Благодаря вашей неуемной энергии были созданы первые мультфильмы на юкагирском языке, которые озвучила Полина Ивановна Ситякова-Курилова. Ваш труд никогда не останется незамеченным и позволит сохранить наше культурное наследие для будущих потомков. От имени юкагирского народа желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, неиссякаемой жизненной энергии, успехов во всех ваших делах. И примите наш музыкальный привет от нашего барда, нашего мелодиста Макара Курилова, песни в его исполнении «Дорога юкагиров».
Следующая община – Долганская. Долганы – это очень жизнелюбивые, добрые, терпеливые люди. Эти черты характера можно выработать в себе, если твои предки и ты сам родился и живешь в условиях Арктики. Арктика – это полярная ночь, полярный день, бескрайняя тундра, охота и развод оленей, безжалостная пурга, лютый мороз, короткое лето и в то же время прекрасное северное сияние. Местом компактного проживания Долган является село Ирюхая Анбарского улуса на побережье моря Лаптевых. Ассоциация Долган Республики Саха-Якутия была создана в 1995 году с целью повышения уровня духовного развития долганского народа. Председателем ассоциации является Спиридонова Василиса Михайловна. Видео поздравления от Ассоциации Долган Якутии. Видео поздравления. Успеваем, Кирилл. Что на видео поздравления потом?
Следующая ассоциация чукчи. Чукчи – это коренной народ Республики Саха-Якутия. Само название Лаура Тветланы. Чукотская ассоциация была создана в 2004 году, защищает интересы компактно проживающих в Якутии чукчей. Председателем ассоциации чукчей является Дичкова Жанна Андреевна. Пожалуйста, видео поздравления чукчей. Нургин Эрен, Аиза Петровна, Гора Сёма, Пенин Коргит Качваркен Гейтен, Винен Чимчекин, Эвнетишке, Мачдан Нургин Эрен, Пенин Кенраберга, Винашкин Гейт, Гун Ойлен, Ид, Гунин Нимхай, Амустесин, Нененерген, Печха. Следующая община – русские старожилы Арктики. При Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии существует организация русских арктических старожилов села Походское Нижнеколымского района и села Русское Устье Алаевского района. Первым, кто возглавил общественную организацию, был Алексей Гаврилович Чикачев, известный краевед, заслуженный работник народного хозяйства республики. В 2010 году была создана общественная организация «Русско-Устьинцы», которую возглавила Татьяна Николаевна Шкулева. Основной целью организации является сохранение самобытной культуры, обычаев, верований и языка, диалекта, сохранение традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов, сохранение исконной среды обитания. На этом разрешите закончить наш блог. И, дорогие подписчики, с наступающим Новым годом!